Более 700 жителей Башкортостана страдают редкими заболеваниями. Большинство недугов являются генетическими. Люди вынуждены справляться с ними на протяжении всей жизни. Но многие орфанники не могут получить необходимые препараты. Почему? Ответ на этот вопрос искал наш корреспондент. Как выживают редкие пациенты в материале Лилии Курбановой. Да, вот она плачет, потому что не может. Едва научившись ходить, малышка вновь лишилась этого навыка. Когда Леоне исполнился год, ноги перестали слушаться. Девочке стало сложно передвигаться без помощи, садиться и вставать. А в 2,5 года Леоне поставили диагноз – спинальная мышечная атрофия. Сокращенно СМА. Таких пациентов называют смайликами. Вот только прогнозы не вызывают улыбку. Больные сначала перестают чувствовать ноги, потом спину, шею и затем отказывают внутренние органы. Единственное пока это Спинраза в мире. И вы ее покупаете сейчас? Нет, мы ее должны получать за счет государства, за счет региона. Но наш Минздрав, они только отписываются, подождите, все в процессе, а сколько ждать неизвестно. Не знаю, они, наверное, ждут, когда дети умрут. Семья Тимирбаевых решили не дожидаться на родине, переехали в Испанию. За границей Спинраза используется уже несколько лет. Мама Ратмира ведет блог в соцсетях. Недавно Гузель рассказала, что болезнь перестала прогрессировать. Лекарство Спинраза было запрещено в России. В прошлом году его зарегистрировали, однако препарат большинство пациентов так и не увидели. В Красноярском крае 3 недели назад скончался 2-летний Захар. С его портретом и опустевшей коляской отец вышел к зданию местного правительства. В руках плакат с вопросом: кто ответит за смерть сына? Сегодня в Башкортостане примерно 700 человек страдают редкими заболеваниями. Почти половина из них – это дети. Как правило, лекарства для таких пациентов не купить в аптеке. В феврале не смогла получить необходимые таблетки Снежана Марданова из Янаула. Женщина живет с диагнозом идиопатическая легочная артериальная гипертензия. Живет, пока есть лечение. Вот у меня тут, наверное, осталось, недельки, на недельку, может быть, чуть больше. И приходится мне их делить. По полтаблеточки вот так. Чтобы я без лекарственных препаратов не осталась, мне как-то надо тянуть. И вот у меня тут выписка из центра Бакулева. То, что лекарственный препарат назначен мне по жизненным показаниям и постоянном приеме. Отмене и замене не подлежат. Вопрос об орфанниках республики мы задали Минздраву Башкортостана. Ответ обещали дать не раньше 1 марта. Права пациентов, страдающих редкими заболеваниями, защищают общественные организации. По словам активистов, надежда только на государство. Благотворительность редко способна собрать огромную сумму на лечение людей с орфанными заболеваниями. Люди постепенно получают назначение, направляются в федеральные клиники, и по мере получения назначений они уже должны обеспечиваться. Но приезжая из федеральной клиники, проходя здесь врачебные комиссии, дальше должно быть урегулировано и наше законодательство в Республике Башкортостан. Сейчас большинство пациентов с редкими заболеваниями имеют лишь один вариант спасения – переезд в страны, где можно получать препараты. Такая лечебная миграция. Ожидание в данном случае может быть смертельно. Врачи никаких не дают программ. Ценить каждый день только. Все. Лилия Курбанова, Азат Ишбулатов, Артур Ханов. Новости.